Привет, друзья! Меня зовут Людмила. Меня зовут Лиза. Нина, а ты Никита. Сегодня 27 октября, местное время 22 часа 23 минуты. Мы находимся на железнодорожном вокзале Бишкек-2. И сегодня мы вновь отправимся куда? В Самару. Этот выпуск будет другим. Он будет состоять из двух частей. Мы едем в гости, и после Самары мы вновь сядем на поезд, только в другом направлении. И сейчас мы ждем наш состав здесь, в Бишкеке. Туман в городе. Сейчас покажу вам, как это красиво. Буквально 2-3 минуты назад наш состав поехал вот в ту сторону. Скоро поезд будет подан. На перроне почти никого нет. Пассажиры сидят внутри вокзала. Ну, классно. Приехал наш тепловоз, прицепился к составу, и через 23 минуты мы отправляемся, идем в свой вагон. В этот раз мы едем с другой стороны. В вагоне, кстати, очень тепло, натопили. Чай, кофе, вода, соки. Кому что нравится, все есть, пожалуйста. Налетай, налетай, не зевай, уплетай. О, халва даже, да. Фисташковая, да, Максим? Да. Крутяк. Ну смотри, что она брала. Чё? Хлеб взяла, что? Угу. Меньше часа остается до станции Каенды. Там мы будем проходить первый пограничный контроль со стороны Кыргызской республики. Вагон почти пустой, поскольку сезон окончен. В этот раз нам не очень повезло с розеткой. В конце вагона она не работает. Работает только та, которая в начале. Ну, ничего страшного. Туалет. Чисто, тепло. Мы прошли пограничный контроль Кыргызской республики. Республики Казахстан. Уже свет выключили в вагоне. Но мы поедем только через полчаса.
Доброе утро. Это станция Телькубас. Местное время 9 часов 46 минут. Мы прибыли 2 минуты назад. Стоянка 11 минут. Только что проводник мне сказал, что вот таким образом проверяют роликовые подшипники. Будьте внимательны и осторожны. Все, сейчас поедем. Это партийные дети Казахстана. Этот Расулов еще в этом туксиде висит в сидящем положении. Не попали. Он не понял. Наши запасы продуктовые. Смотри, за какой мост. Не смотри в окно. Лиза. О, прикинь туда забраться. Когда-то было проектное решение такое интересное советских инженеров. В Бишкеке в одном магазинчике корейских товаров мы купили вкусняшки в дорогу. Чипсы, орешки. Сейчас будем смотреть, выбирать. Да, это сладкие. Это к чаю. Тоже сладкие. Хочется посерьезнее. Луковые. 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 Насколько я помню, одна упаковка таких чипсов стоила 80 сом. Необычный вкус такой. Вкусные чипсы. Классно. Дороги всегда хочется чего-нибудь такого. Чипсы там, ММДМС, конфетки. Или, ну, что-нибудь такое. Оливки, например. Подожди. Мы в Шымкенте. Местное время 11 часов 59 минут. Стоянка поезда 20 минут. Обычно не рекомендуется переходить на ту сторону через железнодорожные пути, так как может подойти состав.
Ну, сейчас пока тишина. Можно прогуляться. В общем, мы не успели сесть в свой вагон. Сейчас пойдем через весь поезд практически. Народу мало, сезон закончился. Практически никого нет. Так, это купе. Еще один вагон купе. В купе туалет попросторнее. Новое окошечко, чистенько. Не знаю, будет ли вам видно или нет, но вот там вдалеке взлетает вертолет, и там находится аэропорт. Сообщением Бишкек-Самара. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Будьте осторожны. Стоянка поезда 35 минут. Станция Арыс-2. Дамбу перенос. Рахмат, Рахмат, Киргиджок. Ладно, я захватываю. В общем, примерно 3 часа назад нам принесли плов. Выглядит аппетитно, согласитесь. Свежие огурчики, помидорчики, перец. Лиза, как по-кыргызски будет огурец? Бадыран. Помидор? Помидор. Нет. Казанак. Кизанак. Или патинча. А как будет перец? Калемпир. Никита, правильно Лиза говорит? Правильно? Да. Правильно, хорошо. Лиза, а как будет соль по-кыргызски? Туз. Туз. Молодец, Лиза. Азамат сын. Ну ладно, последний вопрос. А кыргыз-суро? Как будет рис по-кыргызски? Гюрюч. Прекрасно. Приятного аппетита. Рахмат. Тамаганы стату болсын.
аж до Су. Приехали в Туркестан. Вон народ садится в соседний вагон. Стоянка поезда 15 минут. У нас тоже сели пассажиры, трое пока что. А тут что-то вот к соседям прям. На территории Казахстана очень много пассажиров всего. Мы еще не пообедали до конца. Неохота выходить. Вот, заправляет водичкой наш вагон. Да и весь поезд. Как-то один раз у нас был случай, когда перелили воду и прям с потолка капало. Вот здесь вот в этом тамбуре. Соседям уезжал поезд, она подумала, что она поехала. Милиционерам не показала. Что было потом? Ну, зашли, почему-то она сбилась, я думал, что поехали. Они вышли. Я всегда люблю улыбаться, помахать. Приятно, люди в ответ тоже. Как он был. Всем добрый вечер. Мы приехали на станцию Шиели. Вдали виднеется красивый закат. В местное время 17 часов 33 минуты. Стоянка поезда 16 минут. Красиво, большой. Вот так проходят мои вечера в поезде номер 317 Бишкек-Самара. Пишу свои листочки, раздаю пассажирам. Разговариваем на кыргызском языке и немножко на казахском, потому что сейчас мы едем по территории Казахстана, и у нас появились новые соседи, которые говорят на казахском языке. Станция Кызылорда. Местное время 20 часов 52 минуты.
друзья! Сегодня 29 октября. Мы недавно проехали станцию Шалка. Местное время 8 часов 12 минут утра. И через 1,5 часа мы будем находиться на станции Джем. Погода сегодня пасмурная. Казахская степь. Вчера вечером мы видели снег, который для нас был редкостью в Бишкеке. И сейчас я стою в тамбуре, поскольку люди еще отдыхают. Пассажиров много, но большая часть из них выйдет в Актабе. Это купейный вагон. Все занято. Ни одного свободного места. Очень тепло. Сейчас уже начали топить. Топят углем. Здесь полная тишина в коридоре. А у нас в плацкарте все по-другому. В каждом тамбуре имеется вот такая печь. Вот уголь. Уголь забрасывается в печку и таким образом протапливается весь вагон. Неважно, купе или плацкарт. Первый раз в жизни буду пробовать вот такую корейскую лапшу. А Макс решил себе вот такую лапшу заварить. Тоже ни разу не пробовал. Сейчас будем готовить вот сюда, в такую ложечку с крышкой. Еще картошка. Чтобы не разлилось, да. Ну, может, не только лапшу будем есть, еще что-то добавим. Это у нас завтрак готовится. Все так аккуратно. Лиза у нас решила картошку поесть, наверное, на завтрак. Да, Лиза? А на обед мы опять плов заказали. Смотрите, как в этой лапше много мяса. Вон какие куски. Шутка. О, Макс, у тебя тоже мясо появилось? Да, то есть это... Ничего себе, это все из пакетика, да? Да, она разбухает. Это какая-то вообще волшебная лапша, да, такая корейская? Вот это у меня из пакетика Новые тоже технологии. маленький. Новая технология? Да. Корейцы придумали, она мясо маленькое, потом разбухает и становится больше. Как тебе вообще лапша в целом? Нормально. Нормально отличается от обычной? Есть можно. Есть можно? Ну ладно. То есть в этом главное различие, да, что и есть можно. Ну, в общем, у нас завтрак растягивается на 3 этапа. Это вот второй этап, это чипсы. Но это не совсем чипсы, это блины по-корейски. Вот видите, на обороте тут видно. А, это, я думаю, это вилка, но это сверху мажет вот этим маслом. Корейская да? вилка. Корейская вилка. Какие штучки прикольные. Что, Лиз, пробуй? Никит, ну как? Нормальные. Нормально? Сладкие? Ну или в меру надо, да, сладкие? Сначала они сладкие, потом вкус какой орешка. Да. Ну, кстати, да. Не, ну вкусно, не приторные сладкие такие. Станция Джем. Вокзал трасса Ларзауна, Кутузауна,
Местное время 10 часов 27 минут, стоянка поезда, вот точно не помню, 15 минут или 20. Уважаемые пассажиры, соблюдайте чистоту и порядок кассовых залах ожидания при сзади территории. Лиза и Никита и мой супруг остались в вагоне, решили чай попить спокойно. Ну, когда поезд стоит, то не прольется, не расплескается. А я вышла показать вам эту станцию, на которой мы уже были. Погода прекрасная. Солнышко. Чай, кофе, вода, соки. Кому что нравится, все есть, пожалуйста. Налетай, налетай, не зевай, уплетай. Макс, это ты собрал или Лиза? Ты собрал? Мы приехали в АКТБ. Водичку сейчас будут заливать. Водичка пошла. Не все пассажиры успели перейти дорогу. Сейчас вот этот поезд едет, и люди спокойно пойдут на станцию. Это наша последняя станция в Казахстане. Потом граница и Российская Федерация. Подустали, конечно, что там говорить. Я больше не устала. 2 ночи в поезде, впереди последняя ночь. В 6 утра завтра мы прибываем в Самару, а потом мы поедем в другой город. В какой, пока это секрет, это тоже будет поездка на поезде по России. Во второй серии все расскажем. А сейчас пока гуляем, наслаждаемся хотя бы тем, что дождя нету. Чем ближе подъезжаем к России, тем больше меняются пейзажи, больше становится деревьев. Ну, погода тоже меняется. Прохладнее. С юга уезжаем все-таки. Так кушаешь не каждый день же, да? Вот сидишь, приятно, в поезде тепло, чисто, комфортно. Да. Здесь пассажиры вышли, тут тоже. И тут никого нету. Джок. Эчкимджок, да. За окном то степи, то поля, то больше деревьев появляется, то лошади, то верблюды, то села, города. За это и любят люди в поездах ездить. Сегодня ты в одном городе, завтра в другом, а то и государство разное. Прошли границу с Казахстаном. Душно в вагоне, народ подустал маленько. Еще примерно час стоять. Потом 2 часа пути.
и границы с Россией. Соль-Илецк. Осталось минут 7, наверное. 8, и поедем сейчас дальше. Никитоська, неси себе тетрадку, я тебе задачу объясню, как решать. Давай. К Самаре, будем там примерно минут через 30-40. Я еще успею попить чай. Вчера не было сил совершенно никаких гулять по Оренбургу поздно вечером. Поэтому после прохождения российской таможни я почти сразу легла спать. Мы сейчас собираемся. Поднимайся, зайчик. Мы уже почти приехали. Сыночек. Может, 5 минут. Все, Лизонька, проверила там, да? Да. Молодец. Ничего не забыли? Все, отлично. Ну, через 5-7 мы уже выходим. Лиза, ты готова к Самаре? Да. А ты, Никита, готов? Да. Все такие серьезные. Всего доброго. В 6 утра, Самара еще спит. Мы только приехали. Арендовали ячейку. Первый раз вот такую большую. Номер 150. Стоимость на 12 часов аренда 1050 рублей. У нас большая сумка, и нам в другие ячейки ее никак не засунуть. Мы решили остаться на вокзале. Хотели сходить в KFC позавтракать. KFC начинает работать только с 7 часов утра. За что я люблю Самарский железнодорожный вокзал, так это за то, что здесь очень удобные и классные залы ожидания. Вот там зарядная станция, а вот здесь детская игровая площадка. Вокзал огромный, просто какой-то необъятный. Есть лифт. Есть зал ожидания для VIP-клиентов. Зашла сейчас в этот зал комфорт, оказывается, за 170 рублей в час можно принять душ, приветственный напиток, чай или кофе, спокойно посмотреть телевизор, почитать газеты. Классно. Вот, видите? Вот сюда. Мы сдали вещи в камеру хранения на 12 часов. То есть в 6 часов вечера мы их будем забирать. У нас там полотенца, шампуни, мыло. И вот сюда мы тогда придем, покушаем, помоемся. И дальше поедем мы в Санкт-Петербург. Такая тишина, народу очень мало. О, вон наше кафе открылось. Сейчас сюда зайду. Друзья, я уже говорила вам не один раз, что на Самарском железнодорожном вокзале, вот здесь на 2-м этаже, есть очень классная кафешечка. Это не реклама,
Просто мы уже не первый раз покупаем здесь хачапури, чай. Все очень вкусно, особенно хачапури. Приходите. В Самаре плюс 2 градуса. Прохладно. Мы идем сейчас по своим личным делам. Потом в магазин за продуктами. И уже сегодня вечером мы отправляемся из Самары в Санкт-Петербург. Поезд номер 047. На нем мы ни разу не ездили. Так что посмотрим, что это за состав. Все покажем и расскажем. А вот здесь вода есть. Мы, когда были в Самаре в середине сентября, качали отсюда воду. Просто из любопытства. Настоящая квинтэссенция Самары. То есть слева мы с вами видим одноэтажные дома деревянные, а справа уже новые дома. Ничего себе, попали. Максим с Лизой, вон, целая стая. Ого. Ты, блядь. Это какой борт это? Провалился пес. Бежал и провалился. Она может укусить, да-да-да. Агрессивная собака, да. Вот дает, а. Ну ладно, пойдем, Никита. Петербуржцы в Самаре. Да, Лиза? Лиз, ты что, типа не с нами? А что у тебя такая сумка большая? Ты что будешь покупать? Мне там пятерочка, ну, Вкусняшки. Да, у тебя же пятерочка пакет. Ну-ка покажи. А что ты с пятерочкой идешь в ленту? Так, прекрасно, прекрасно. Прикольные лисички. И ночник есть тоже. Лиса. И стулья прикольные. Очень удобно. Сидишь, смотришь. И тебя никто не видит даже. Поднялись на 3-й этаж, решили перекусить. И хочу вам показать вид отсюда. Мне очень нравится. Волгу видно. Вон он там вдалеке. Всем приятного аппетита. Максим, у тебя салат глухарь, да, мы брали? оба. Рахмат. Понравился? Абдан дамду. Абдан дамду. А у меня тамаганы стату балсун. Рахмат. А у меня салат оливье с мясом. Горячий чай, пирожки с яблоком, хлебушек. Сейчас покушаем и не спеша пойдем на вокзал. Мы снова на вокзале. Город Самара. До отправления нашего поезда 4 часа. Предлагаю насладиться атмосферой, прогуляться, посмотреть, что тут интересного. Я уже говорила, что этот вокзал нам очень нравится. Давайте посмотрим. Кассовая зона. Большое табло. Обычно поезд в Бишкек уходит с 8-го пути, но мы еще пока туда не дошли. Самарские магнитики.
матрешки. Ручки, мыло. From track 6A. Вот Thank он, you этот for your поезд. attention. Самара-Бишкек, Бишкек-Самара, 317. Вот он стоит на 8-м пути. Несколько раз покатаемся. Почему-то вот здесь никого нет. И мало освещения. Местное время 19 часов 51 минута. До отправления нашего поезда остается чуть более получаса. Мы стоим, ждем в центре зала. И сейчас я думаю, что многие ждут этот же поезд. И сейчас вся эта толпа пойдет на выход вместе с нами. Объявили посадку, 6-й путь. Самара-Питер, путь 6А.